Партия «Единая Россия» получила большинство мандатов в Советах муниципальных образований Коми по итогам выборов. В единый день голосования в республике состоялись 10 выборных кампаний в 7 муниципалитетах. Явка избирателей более 21%. Особенность этой избирательной кампании – большое количество наблюдателей от Общественной палаты, партии и самих кандидатов. Удалось ли выявить нарушения в материале Ольги Коняевой? Полностью обновили депутатский корпус в Кересе и Подтыпке Карткировского района, в Троицко-Печорске и Комсомольске-на-Печоре. В остальных муниципалитетах прошли дополнительные выборы. На кресло в местных советах претендовали 97 кандидатов. Всего же замещено будет 42 мандата. Пока одно место остается вакантным, в селе Керес Карткировского района 2 кандидата набрали равное число голосов. 2 кандидата набрали одинаковое число голосов: Попова Алла Владимировна, «Единая Россия», и Уткин Иван Анатольевич, «Справедливая Россия». То есть этот 7-й мандат на данных выборах будет замещаться в результате проведенной территориальной избирательной комиссии не позднее, чем через 3 дня, жеребьевки. То есть данного кандидата, последнего кандидата на этих выборах, вот этот 42-й мандат, мы с вами узнаем приблизительно в среду. Большинство голосов набрали кандидаты «Единой России» – 35 мандатов. У партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» – 4 места. Коммунистическая партия Российской Федерации в итоге получила 1 мандат в Совете Комсомольска-на-Печоре. В Печорском районе в Совет прошел 1 депутат-самовыдвиженец. Партия ЛДПР мандатов не получила. По решению избирательных комиссий голосование было многодневным. В Жешерте 3 дня, в остальных населенных пунктах по 2. Процесс голосования обеспечили 18 участковых комиссий. Работали 73 наблюдателя. От партий кандидатов больше всего от Общественной палаты Коми. Мы подготовили на 18 УИКов более 50 наблюдателей. И наблюдатели у нас участвовали как на досрочных выборах, так и на выборах вне помещений. Ну и, понятно же, непосредственно в самих выборах в помещениях, в самих УИКах. Наблюдатели прошли небольшое обучение от Общественной палаты с экспертами и получили рекомендации по действиям. Наблюдатели, надо сказать, работали очень ответственно, добросовестно. За время наблюдения они направили в общественный штаб 107 сообщений. Все эти сообщения попали на карту независимого общественного мониторинга. Отмечу, что к избирательным комиссиям у общественного штаба, как и у Общественной палаты, замечаний нет. В Общественной палате работал штаб по соблюдению прав избирателей. С начала предвыборной агитации мониторинговая группа отслеживала информацию в соцсетях и прессе. Выявили 3 нарушения, 2 из которых подтвердились. Сейчас дело за Министерством внутренних дел. Они должны будут составить протокол и уже дальше рассматривать вопрос о мере наказания тем лицам, которые, собственно говоря, допустили такое нарушение. У нас еще несколько фактов выявлены были еще в одном тоже районе, в Троицко-Печорском, но самостоятельно были устранены кандидатами. Незаконная агитация, отметили общественники, на итог выборов не повлияла. Уловки кандидатов не сработали. В сами дни голосования в избирком региона поступило 5 жалоб, но ни одна не подтвердилась. Если ты не отработал накануне выборов, то вряд ли тебе поможет не очень умная работа в день голосования. Люди ведь понимают, ты нет хорошей жизни, как говорится, перед смертью не надышишься. Ты нет хорошей жизни, вдруг начал писать в день голосования: голосуйте за моих кандидатов и так далее. Значит, у тебя не было предварительно какой-то работы. Явка в целом составила почти 22%, а самая высокая в Комсомольске-на-Печоре проголосовали 32% жителей. В отстающих в Уктыл там гражданскую активность проявили всего чуть больше 10% избирателей. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.